Быстрые новости недели. Поехали. Репрессии добрались и до геймеров. Губопик задержал белоруса за то, что он в игре World of Tanks разместил погоню на своем танке. Белорусов обязали уведомлять о наличии иностранного ВНЖ, а также других документов, дающих право на льготы в иностранном государстве. Жаль только сайт, который МВД и МИД Беларуси утвердили для сбора этой информации, не открывается из-за границы. Светлана Тихановская стала лауреатом премии Анны Линд. Премия направлена на то, чтобы поддержать женщин и молодых людей, которые проявляют смелость в борьбе против равнодушия, предрассудков, угнетения и несправедливости. Светлана Тихановская – символ свободной и демократической Беларуси, говорится в заявлении Шведского фонда памяти Анны Линд. За 3 года после президентских выборов с уголовным преследованием по политическим причинам столкнулось не менее 4300 человек. Из них более 3500 были осуждены, сообщает правозащитный центр «Весна». В разных городах мира прошел День солидарности с Беларусью. В 3-ю годовщину президентских выборов митинги и флешмобы прошли в Варшаве, Вильнюсе, Батуми, Берлине, Мюнхене, Берне, Гданьске, Каунасе и многих других городах. А в белорусских школах начали заклеивать британские флаги в кабинетах английского языка. На конференции «Новая Беларусь» демократические силы приняли 4 документа. Европейский выбор, солидарность с Украиной, демократическая стратегия и непризнание режима на выборах 2024 года. Минобороны Польши направит на усиление границ 10 тысяч военнослужащих. Об этом в эфире польского радио заявил глава ведомства Мариуш Блащак. 4000 военнослужащих будут непосредственно поддерживать пограничную охрану, а еще 6 находиться в резерве. Мы должны быть готовы к различным сценариям, не исключаем ни одного из них. Для этого решили перебросить войска ближе к белорусской границе, чтобы усилить ее, отпугнуть агрессора, чтобы агрессор не отважился на атаку Польши, сказал он. А вот госсекретарь Совбеза Александр Вольфович решил успокоить Польшу и страны Балтии. Беларусь не вынашивает планы по наступлению на соседние страны. Только вот по многолетней привычке хочется трактовать все заявления властей ровно наоборот. В Дзержинске на стройке нашли больше сотни человеческих останков. Что примечательно, люди лежат в земле пластами друг над другом. Некоторые находятся в положении стоя. По словам работников стройки, когда-то на месте находки стоял храм, при котором хоронили мирное население. Есть и другие версии. Возможно, там расстреляли узников гетто, находившегося в районе улицы Первомайской. На месте работает следственная группа, подробности устанавливаются. Белорусская бегунья Кристина Тимановская представит Польшу на чемпионате мира по легкой атлетике. Напомним, спортсменка уехала в Польшу после скандала на Олимпиаде в Токио. Тогда ее насильно пытались вернуть в Беларусь после поста с критикой белорусских спортивных чиновников. Но какая Олимпиада? Какой чемпионат мира? В Беларуси близится к концу игры стран СНГ. Вот где накал страстей. 2 белорусских тяжелоатлета стали бронзовыми призерами игр и одновременно заняли последние места. В их категориях участвовали всего 3 атлета, то есть без наград не остался никто. Вот такая беспроигрышная лотерея. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.